ألم بخاطري وجناني فطغى على الأوزار والتبيان. ألم بخاطري وجناني فطغى على الأوزان والتبيان. يا لائمي عذرا لتكرار البكاء فاسمع مقالي واقتسم أحزاني. يا لائمي عذرا لتكرار البكاء فاسمع مقالي واقتسم أحزاني. رحل الهزابر عن الحياة مفارقا دنياه لم يرك اللعين. الله أكبر الله أكبر. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Воистину, вся хвала принадлежит Аллаху. Его мы восхваляем. Просим о помощи и прощении. Мы прибегаем к Всевышнему Аллаху от зла наших душ и наших скверных дел. Того, кого Аллах поведет прямым путем, никто не собьет. А того, кого Он ведет в заблуждение, никто не выведет на прямой путь. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища. И свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник, Его избранник из всех созданий. Он донес послание, выполнил свой аманат, дал наставление умме, и посредством него Аллах удалил печали и тьму. Он вел джихад на пути своего Господа до самой своей смерти. О Аллах, воздай ему за нас лучшим, чем ты только воздавал пророку за его умму и посланнику за его дават и миссию. А затем, братья и сестры в Аллахе, мы живем во время, когда дороги расходятся, когда бумаги смешались друг с другом, когда заброшены шариатские науки, распространено невежество и заговорили руэйбиды. Руэйбида — это никчемные люди, жалкие человечки, глупцы, которые будут вершить всенародные дела. В наше время много стало злых, дурных, коварных и хитрых людей, которые плетут свои козни вокруг ислама и мусульман. И, к сожалению, многие мусульмане стали не в состоянии самостоятельно отличить истину от лжи, а сунну от бид'и, нововведений. Причин тому, вне всяких сомнений, две. Первое — это отказ от получения исламских знаний. Второе — это разделение мусульман на разные группы и джамааты. И нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха. Наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, сообщил нам, что эта разобщенность наступит, и что эти разногласия случатся. Наша реальность свидетельствует о правдивости его пророчества. Ибн Маджа передал в своих сунанах, Ат-Тирмизи тоже в сунанах, и Ахмад в Муснаде. Достоверный хадис. Аль-Арибад бин Сария, да будет Аллах доволен им и всеми остальными сподвижниками, сказал: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал нам красноречивейшее наставление, от которого устрашились сердца, и глаза оросили слезами. Мы сказали: нам кажется, что это прощальная проповедь о посланнике Аллаха. Дай же нам завещание. Он сказал: завещаю вам бояться Аллаха, слушайтесь и повинуйтесь правителю, даже если вами будет управлять эфиопский раб. Поистине, тот из вас, кто будет жить после меня, увидит множество разногласий. Поэтому вам следует придерживаться моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем, которые будут после меня. Держитесь за это коренными зубами. Также имам Абу Дауд привел у себя в сунане, Ахмад в Муснаде, Ад-Дарими и Ибн Маджа в своих сборниках достоверный хадис, который выдающийся ученый Ибн Баз, да помилует его Аллах, и другие, назвали достоверным.
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Воистину, те из людей Писания, которые были до вас, разделились на 72 группы. А эта религия разделится на 73 течения. 72 из них будут в аду, а одно в раю. И это джамаат. То есть эта группа держится за то, на чем был пророк и джамаат сподвижников». Два эти хадиса относятся к пророческим предсказаниям. В эпоху пророка, мир ему и благословение Аллаха, не было разногласий или расхождений. Разногласия и расхождения произошли уже после его смерти. Большинство мусульман почти ничего не знает об этих заблудших, потерянных, заблудившихся течениях. Катастрофа в том, что каждая заблудшая группа призывает всю остальную умму к своему заблуждению. Она использует для этого самые разные средства, что стало легко, так как сегодняшний мир стал подобен одной большой деревне. К этим группам и сектам, вокруг которых в наши дни поднимается шум и относительно которых есть много вопросов, относится шиитская секта. Что ты знаешь о шиитах? Наша лекция в эту благословенную ночь называется «Что ты знаешь о шиитах?». Что ты знаешь о шиитах? Вокруг этой секты крутится очень много вопросов, особенно в наше время. Все смешалось. Повсюду много криков и шума, ошибок. Поэтому всем исламским ученым, всем проповедникам стало обязательным разъяснять умме, кто такие эти шииты. Поэтому я выбрал эту тему и освещаю ее ради Аллаха, и только Он наставляет на прямой путь. Братья и сестры в Аллахе, что вы знаете о шиитах? Ученые, такие как имам Аз-Заджадж, сказали, в арабском языке слово «шиа» означает «приверженцы», «чьи-то сторонники». В арабском языке слово «шиа» означает «помощники», «последователи». Какие бы люди ни собрались вокруг какого-то дела, они являются его шиитами, помощниками. Здесь можно привести слова Всевышнего Аллаха. Тот, кто был из числа его шиитов, сторонников, попросил его помочь против того, кто был из числа его врагов. То есть из сторонников Мусы, из последователей Мусы, из общины Мусы, из Бану Исраиль. Каждая группа, которая объединяется вокруг чего-либо, является шиа. Наш Господь сказал: «Фараон возгордился на земле и разделил ее жителей на шиа, группы». Итак, в арабском языке слово «шиа» обозначает партию, группу людей. Так можно назвать одного человека, двух, трех и более, мужчин и женщин. Таково значение слова «шиа» в языке. Что касается слова «шиа» как термина, то Аль-Хафиз ибн Хаджар сказал в Хади ас-Сари, предисловии к Фатх аль-Бари, в качестве термина это означает «любовь к Али», его предпочтение всем остальным сахабам. Тот, кто считает, что Али лучше, чем Абу Бакр и Умар, является заблудшим шиитом. Если же к предпочтению Али, Абу Бакру и Умару добавляется поношение и ругань Абу Бакра и Умара, то это рафидит. Это такой радикальный шиит. Если же он считает, что после своей смерти Али возвращался в дунью, то это один из самых радикальных шиитов. Хорошо. Каково значение термина «шиа» по заявлению шиитских ученых? Шиитский составитель книги Аль-Иршад сказал, словом «шиа» называют последователей повелителя правоверных Али через преданность ему и убеждение в том, что он был имамом после посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сразу же, и отказ в имамате тем, кто был халифом до него. Составитель книги Аль-Иршад, шиит, говорит тебе, что шииты — это последователи и сторонники Али, которые верят в то, что он был имамом сразу же после смерти пророка. Важно то, что они верят, что Абу Бакр ас-Сиддик, Умар аль-Фарук и Усман силой захватили халифат у Али.
Составитель книги Аль-Иршад говорит: имамат повелителя правоверных Али, да будет доволен им Аллах, был сразу же после смерти пророка, без перерыва, в течение 30 лет. Среди них 24 года и 6 месяцев ему было нельзя открыто распоряжаться имаматом, и он использовал такию и сокрытие. 24 года. Что он имеет в виду? Это продолжительность халифатов Абу Бакра, Умара и Усмана. Есть из них 5,5 лет, когда он был испытан вероломными лицемерами, то есть теми, кто дал ему присягу, а потом нарушил ее, а также творящими несправедливость. Он имеет в виду сторонников Муавии, и отошедшими он имеет в виду хариджитов. Итак, какую формулировку он дал шиитам? Шиитские ученые говорят, что шииты — это последователи и сторонники повелителя правоверных Али, которые преданы ему и убеждены, что он был имамом сразу же после пророка. Как возникли шииты? Когда возник шиизм? Имам Ибн Хазм сказал, шиизм возник после убийства Усмана. Да будет доволен им Аллах. Ибн Хазм продолжил. Усман правил 12 лет. При его смерти произошли разногласия, и возникли шииты и рафидиты. Шейхуль Ислам Ибн Таймия сказал, настоящее начало разногласия уммы началось после суда между Али и Муавией. Да будет доволен Аллах ими обоими. Первыми, кто покинул мусульманский джамаат, были хариджиты. Это были первые люди, которые вынесли такфир мусульманам за их грехи. Они сочли дозволенной для себя кровь мусульман. Вторая после хариджитов группа — это шииты, которые заявили, что являются сторонниками Али и его сыновей. Они разделились на несколько сект, самая умеренная из которых придерживалась мнения, что Али имел больше права на халифат, чем Абу Бакр и Умар. Эта секта называлась зейдитами. Самые умеренные шииты — те, которые сказали, что Али лучше, чем все остальные сахабы, лучше Абу Бакра и лучше Умара. Это зайдиты. Аль-Багдади, да помилует его Аллах, сказал в своей прекрасной книге «Аль-Фарк байн аль-Фирак». Затем, после Али, да будет доволен им Аллах, рафидиты разделились на 4 группы: на зайдитов, имамитов, кейсанитов и радикалов. Зайдиты также разделились на группы. Имамиты разделились, кейсаниты разделились, и радикалы разделились. И каждая из этих групп выносит такфир приверженцам всех остальных групп. Хорошо. Откуда же вырос шиизм? Из какого-то скверного понимания этого вопроса. Иначе все мы были бы шиитами, сторонниками религии Аллаха, шиитами для всех сподвижников, для семейства пророка. В том смысле, что мы помогаем им и любим их. Земля, по которой ступало семейство пророка, это словно сурьма для наших глаз. Если бы сейчас существовала сандалия кого-нибудь из них, мы бы положили ее себе на голову. Мы любим их. Мы приближаемся к Аллаху посредством нашей любви к ним. Мы верны им. Мы поддерживаем их. Так кто же тогда посеял семя шиизма в его скверном, дурном понимании? Тот, кто начал сеять шиизм в массы, это Ибн Сауда, Аль-Ямани, Абдулла ибн Саба, еврей, который притворился, что принял ислам, чтобы напакостить исламу. Это еврей, который притворился, что принял ислам, чтобы разрушить ислам так же, как еврей Павел разрушил христианскую религию. Он тоже был евреем. Апостол Павел, тот, кто исказил Евангелие. Ибн Сауда, Абдулла ибн Саба, Аль-Ямани, направил некоторые свои еврейские идеи в шиизм. Так, например, он говорил о принципах возвращения в этот мир после смерти, о принципе Аль-Бада и о том, что Всевышнему Аллаху может быть присуща забывчивость. По своей еврейской сущности он говорил, что Юша ибн Нун был преемником Мусы, мир ему. Когда же он заявил о том, что принял ислам, то стал заявлять, что Али был преемником пророка, мир ему благословение Аллаха, и что каждая книга, которая была ниспослана с небес, несла в себе благую весть о Мухаммаде и его преемнике Али. Это ложь. Потому что мы видим, как миллионы христиан приняли ислам, тысячи иудеев приняли ислам, но никто из них не сказал:
В Торе или Евангелии мы читали, что преемником пророка, мир ему благословения Аллаха, будет Али. Нет, это ложь. Кто ее придумал? Ибн Саба, йеменский еврей. Он принял ислам ложно и поддельно. Он хотел испортить религию ислам своими кознями и коварством, так же, как Павел испортил и исказил религию христиан. Сначала он сделал вид, что стал очень набожным. Он призывал к одобряемому и запрещал порицаемое. Этот проклятый человек устремился к фитне, смуте, связанной с убийством Османа. Он перемещался между Мединой, Египтом, Куфой, Фустатом и Басрой в эпоху правления Османа. Его фитна, к сожалению, нашла отклик в Ираке и Египте. Повелитель правоверный Осман был убит руками подонков из Ирака и Египта. И, к сожалению, некоторые из них были из Шама. Ни один сподвижник не участвовал в убийстве Османа. Да будет доволен им Аллах. Более того, сподвижники хотели защищать Османа, но он заставил их поклясться, что они вложат ножны в свои мечи, чтобы ни одна капля крови мусульман не пролилась. О Аллах, будь доволен Османом, шахидом, амиром праведников, убитым нечестивцами. Когда Осман, да будет доволен им Аллах, пал шахидом, этот проклятый Ибн Саба переехал в Куфу. Он остановился в ней жить и начал проповедовать свое чрезмерное почитание Али, да будет доволен им Аллах. Он сказал, что Али является преемником пророка. Затем он пошел дальше и сказал, что Али пророк. Затем он пошел еще дальше и стал заявлять, что Али — это Аллах. За ним последовала заблудшая группа людей, которая называется сабаиты. Однажды Али, да будет доволен им Аллах, вышел из своего дома, и вдруг группа этих людей сделала ему земной поклон. Он сказал им: «Встаньте! Что вы делаете?» Они сказали: «Ты — это ты». Он спросил: «Что еще за я — это я?» Они сказали: «Ты Аллах». Али арестовал их и требовал, чтобы они покаялись. Но они отказались каяться. Тогда он вырыл для них рвы и сжег их в них огнем. Удивительно, когда огонь во рву разгорался, чтобы сжечь их, если они не покаются, они говорили: «Мы еще больше убедились в том, что ты Аллах, ведь ты наказываешь нас огнем». Это шайтан над ними так посмеялся. Потом Ибн Саба бежал в Аль-Мадайн. Говорили, что Али запретил ему ехать в Аль-Мадайн по совету Ибн Аббаса. Также говорили, что Али сжег его. В любом случае, этот гиблый человек умер. Но его гнилая идея продолжает гнездиться в головах у миллионов людей из этой уммы и по сей день. И нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха. Шииты говорят тебе: «Знать не знаем никакого Ибн Саба. Мы его не знаем. Это клевета на нас». Мы им ответим из их же книг. О нем упоминали несколько шиитских ученых, как Аль-Кумми в Аль-Макалят Аль-Фирак, страница 20. Он говорил про Ибн Саба, что это был настоящий шиит. Ан-Нубахти сказал о нем в Фирак Аш-Шиа, страница 23. Аль-Кашиф Ар-Риджаль, где он упомянул его на страницах 98 по 100. Это был тот человек, который посадил семя шиизма. Сегодня мы говорим о ком? О шиитах и имамитах, двунадесятниках, рафидитах. Шииты делятся на группы и секты. Среди них есть нусайриты. Они живут в Сирии. Они говорят, что Али — это Аллах. Даже сейчас они продолжают так говорить. И что он якобы живет в облаках. И что гром — это его голос, а молния — улыбка. Даже в наше время есть такие вот люди. Также есть друзы, живущие в Ливане, которые обожествляют заблудшего аль-Хакима би'амрилля аль-Убейти аль-Фатими. Есть и кейсаниты, и зайдиты. Есть хашашиты, батыниты. Много-много разных сект. Но самая большая шиитская секта, которая существует сейчас на планете Земля, это шииты-имамиты, исна-ашариты, рафидиты. Сейчас они есть в Иране, в Ираке, на юге Ливана, в восточной провинции Саудии, в Бахрейне, в Кувейте. Их миллионы. Шииты-имамиты, шииты-двунадесятники, шииты-рафидиты. Кто это такие? Это та секта из мусульман, которая заявила, что Али имел больше прав на халифат, чем Абу Бакр, Умар и Усман, и что 3 первых халифа силой захватили халифат у Али, и что все сахабы отреклись от ислама после смерти пророка и сговорились против Али и семейства пророка, за исключением 5 человек. Аузу билля.
Имамиты, иснаашариты, рафидиты считают, что Умар аль-Фарук, Абу Бакр ас-Сиддик и Усман захватили халифат у Али, и что все сахабы стали муртадами, вероступниками после смерти пророка, кроме 5, и что все сахабы сговорились против Али и против семейства пророка. Аузу билля. Почему их назвали имамитами? Их называют имамитами, иснаашаритами, джафаритами, рафидитами. Почему же их назвали имамитами? Ответ. Потому что они сделали имамат основным вопросом и главным столпом в религии. Имамат, по их мнению, может принадлежать только Али и его детям. Они выносят такфир каждому, кто доволен халифатом и имаматом ас-Сиддика, Умара и Усмана, или кого-либо еще, кто не принадлежит к семейству пророка. Имамат – это самый главный вопрос в их религии. Это у них основной столб. Это одна из основ их религии. Хорошо, а почему их называют рафидитами? Ответ. Потому что они рафаду, отказались от халифата ас-Сиддика, аль-Фарука и от халифата Усмана, да будет доволен ими Аллах. Когда они ругали Абу Бакра и Умара, и об этом узнал Зейд ибн Али, да будет доволен им Аллах, который принадлежал к семейству пророка, он стал порицать их. Когда Зейд ибн Али узнал, что они ругают Абу Бакра и Умара, он начал порицать их и сказал им разные ужасные слова, но они отказались ему подчиняться и отреклись от него. Он стоял один с 500 воинами. Он сражался, пока не был поражен стрелой в лоб. И такой была его смерть, да будет доволен им Аллах. Они отреклись от него так же, как отреклись от его дедушки, Аль-Хусейна ибн Али, когда была беда. Они тогда отказались помогать ему. Итак, их назвали рафидитами, потому что они отказались признать халифат Абу Бакра, Умара и Усмана. Они были названы рафидитами, потому что когда они стали ругать Абу Бакра и Умара, и Зейд ибн Али жестоко забранил их, они отказались от него, рафаду, отреклись от него, оставили его одного в беде, пока он не пал шахидом. Хорошо. А почему их назвали исна-ашаритами или двунадесятниками? Ответ. Потому что они говорили о 12 исна-ашар имамах. Последний из этих имамов вошел в подземелье в городе Самарра, как они считают, и выйдет в ахир-замане. Они верят в 12 имамов. Кто это такие? Они выстраивают их в следующем порядке. Первый из них – Али ибн Аби Талиб. Да будет доволен им Аллах. Они дали ему прозвище Аль-Муртада. Это 4-й из праведных халифов. Зять посланника Аллаха, мир ему благословение Аллаха, наш господин, герой ислама. Второй их имам – это Аль-Хасан ибн Али, да будет доволен им Аллах. Его прозвище у них Аль-Мучтаба. Третий – Аль-Хусейн ибн Али, да будет доволен им Аллах. Его прозвище Аш-Шахид. Четвертый – Али Зейнуль Абидин ибн Аль-Хусейн. Его прозвище Ас-Саджад. Пятый из них – Мухаммад Аль-Бакир ибн Али Зейнуль Абидин. Его они прозвали Аль-Бакир. Шестой – Джафар Ас-Садик ибн Мухаммад Аль-Бакир. Его прозвали Ас-Садиком. Седьмой – Муса Аль-Кадим ибн Джафар Ас-Садик. Его прозвище Аль-Кадим. Восьмой – Али Ар-Рида ибн Муса Аль-Кадим. Его прозвище Ар-Рады. Девятый – Мухаммад Аль-Джавад ибн Али Ар-Рида. Его они прозвали Ат-Таки. Десятый из них – Али Аль-Хади ибн Мухаммад Аль-Джавад. Его прозвище Ан-Наки. 11. Аль-Хасан Аль-Аскари ибн Али Аль-Хади. Его прозвище Аз-Заки. 12. Мухаммад Аль-Махди ибн Аль-Хасан Аль-Аскари. Его прозвище Аль-Худжа Аль-Каим Аль-Мунтазар. Они считают, что он вошел в подземелье в доме своего отца в Самаре. Это такой город в Ираке. И не вернулся. Они имеют разные мнения по поводу того, сколько лет ему было, когда он вошел в подземелье. Говорили, что ему было 4 года или 8 лет. Это их 12 имамов. Мы любим их, возвеличиваем их и почитаем. Земля, по которой они ступают, сурьма для наших глаз. Мы приближаемся к Аллаху посредством нашей любви к ним. Мы свидетельствуем и делаем Аллаха нашим свидетелем, что эти люди не причастны ко всему тому, что рафидиты приписали им. Каковы же вероубеждения шиитов, имамитов, исна-ашаритов, рафидитов? Каковы основы в их религии? Во что они верят? Первое. Имамат. Они считают кафиром каждого,
кто не верит в святость 12 имамов. Что это значит? То есть каждый мусульманин, который говорит, что халифат Абу Бакра был правильным, у них считается кафиром. Я говорю тебе, они вынесли такфир всем сахабам, всей умме. Они считают кафиром каждого, кто не верит в святость и правление 12 имамов. Имамат у них должен быть согласован с текстом. То есть предыдущий имам обязательно должен сказать, кто будет следующим имамом, конкретно назвав его по имени. То есть не просто его описать, а назвать. Они считают, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что имамом после него станет Али. Что он сказал это явно, четко и ясно в день Гадир Хум. Также они считают, что потом Али сказал, что после него имамами должны стать сначала Аль-Хасан, а потом Аль-Хусейн и так далее. Каждого нынешнего имама должен был назначить предыдущий имам. Насчет своих имамов они верят в удивительные вещи. Они верят, что 12 имамов абсолютно безгрешны и непогрешимы. У них нет ни ошибок, ни невнимательности. Они ничего не могут забыть. Они не совершают ни больших, ни малых грехов. И так с самого рождения и до смерти. А мы знаем, что непогрешимость была похоронена вместе с Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха, в день, когда он умер. Они говорят, что эти имамы никогда не ошибаются, никогда не грешат и даже никогда ничего не забывают. Да ладно! Даже пророки могут что-то забывать. Наш господин Адам – пророк. Разве Господь не сказал про Адама? Прежде мы заключили завет с Адамом, но он запамятовал, и мы не нашли у него твердой воли. Наш господин Мухаммад, господин всех сынов Адама, забывал ли он что-либо или нет? Он мог забывать что-то во время намаза. Разве он не сказал? И хадис об этом приводится в 2 сахихах. Воистину, я человек, и я забываю так же, как вы забываете. Если я забуду что-то, напомните мне. Но нет, рафидиты верят, что их имамы не причастны к любым ошибкам, невнимательности и забывчивости, к большим и малым грехам. Второе. Они верят, что имамы обладают абсолютным знанием. Они говорят, наши имамы знают обо всем, что было, что есть, что не было, знают о том, что скрывается в сердцах. В общем, знают абсолютно все. Они считают, что каждый из их имамов получил от посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, такое знание, которым он может усовершенствовать шариат, и что откровение продолжает нисходить к их имамам вплоть до сегодняшнего дня. Они считают, что Джибриль приходит к их имамам даже сейчас, и что так же, как Джибриль, мир ему, не спускался к пророку, мир ему и благословение Аллаха, он спускался и к Али, да будет доволен им Аллах. Я Аллах. Хорошо. Была ли какая-нибудь разница? Когда Джибриль спускался к пророку, это было явно, и тот мог его видеть. Но когда он спускался к нашим имамам, они могли только слышать его, но не видеть. Это сказал их имам, составитель книги Аль-Кафи. Также они верят, что имамы обладают абсолютно всем скрытым знанием. Послушай, что говорится в книге Аль-Кафи. Автор этой книги написал целую главу под названием «Глава о том, что имамы обладают знанием того, что было, что есть и что ничего от них не скрыто». Вы видели, во что они верят? Они описывают своих имамов атрибутами Всевышнего Аллаха. Они знают о том, что было, и о том, что есть, и ничто от них не скрыто. У них есть ложные риваяты. Например, Абу Абдулла, то есть имам Ас-Садик, и он не причастен к этим людям, сказал: «Воистину, я знаю о том, что на небесах и что на земле, знаю о том, что в раю, и о том, что в аду. Я знаю о том, что было и что есть». Шиитский автор книги Даляль аль-Имама упомянул, я цитирую все это из их книг и скажу, если вы хотите, на какой странице и на какой строчке это написано. Он говорит, что Аль-Хасан ибн Али, да будет доволен Аллах им его отцом, сказал: «Воистину, мы знаем все скрытое, все хранимое и все спрятанное, которое не видит ни приближенный к Аллаху ангел, ни отправленный Аллахом пророк». Что это такое? А что вы тогда оставили Всевышнему Аллаху? Господь сказал нашему пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха: «Скажи, если бы я знал сокровенное, то приумножил бы для себя добро, и зло не коснулось бы меня». А что случилось при Ухуде? Пророк был ранен, его дядя был убит, 70 лучших сподвижников пали шахидами. Итак, они верят, что к их имамам до сих пор не сходит откровение. Второе. Имамы обладают абсолютной непогрешимостью. Третье. Их знание абсолютно. Четвертое. Они знают сокровенное. Также к вероубеждениям шиитов относится раджа. Что такое раджа? Что это значит? Они считают, что Али мир ему, и нет ничего страшного, если мы так скажем, что он не умер.
Они верят, что Али, да будет доволен им Аллах, не умер, и что он еще вернется в эту дунью. Относительно этого вопроса у них есть удивительная, странная и смешная философия. Он скажет тебе: возьмем нашего господина Ису. Вернется ли он в дунью или нет? Да, вернется. Все ахли сунна говорят, что Аль-Масих Иса, мир ему, не умер. Нет, он вернется в эту дунью. Зачем? Чтобы убить Ад-Даджаля. Почему? Чтобы выявить ложь иудеев, которые сказали, что они убили Аль-Масиха Ису ибн Марьям, и они лжецы. Они не убили его. Истина в том, что говорится в Коране. Однако они не убили его и не распяли, а это только показалось им. Он выявит ложь христиан, которые сказали, что он Аллах, что он сын Бога или один из Троицы. Он скажет им: нет, 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 я раб, как об этом говорится в Коране, который был ниспослан Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха. Затем он распространит ислам и не будет принимать джизью, то есть разрешит исповедовать только ислам. Кроме того, он вернется с небес на землю, чтобы умереть, чтобы быть похороненным на земле. Ведь Аллах присудил всем людям быть похороненными в земле. Всевышний Аллах сказал: мы сотворили вас из нее, земли, и в нее мы вас вернем, из нее выведем еще раз. Рафидиты говорят тебе: разве пророк Иса, мир ему, не вернется в эту дунью? Мы говорим: да, конечно, вернется. Они говорят: хорошо, а кто лучше, Иса, мир ему, или Мухаммад, мир ему? Ты говоришь: дядя, мы не делаем различий между посланниками. Хорошо, но ведь один посланник может быть лучше, чем другой. Да, это правда. Всевышний Аллах сказал: таковы посланники. Одним из них мы отдали предпочтение перед другими. Посланник Аллаха Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, господин пророков и посланников. Он говорит: убедил, ладно, пророк Иса вернется в дунью. Пророк Мухаммад, который лучше, чем он, тоже должен вернуться в дунью. Почему? Потому что если менее предпочтительный вернется, неужели не вернется тот, кто лучше? Так что если уж наш господин Мухаммад лучший, и если он вернется, значит и его преемник вернется. А кто его преемник? Он скажет тебе: Али, да будет доволен им Аллах. Ложь. Ложь и обман. Итак, вероубеждение Раджаи говорит, что Али не умер и вернется в дунью. Также они верят в возвращение Мухаммада ибн аль-Хасан аль-Аскари в Ахир-Замане, когда Аллах разрешит ему выйти, чтобы заполнить землю справедливостью так же, как до того она была заполнена несправедливостью и беспределом, и чтобы забрать власть обратно в руки имамов. Третье. К вероубеждениям шиитов относится аль-Бада. Они считают, что Аллах склонен к аль-Бада и забывчивости. И это в то самое время, когда их имамы не причастны к забывчивости и ошибкам. А наш Господь у вас, значит, ошибается и забывает? Ну да, разве они не сказали, что их имамы не ошибаются, не забывают и не проявляют невнимательности, не делают больших и малых грехов, и тем не менее они верят, что у Аллаха есть аль-Бада и забывчивость? Так что такое это аль-Бада? Они приписывают аль-Бада Всевышнему Аллаху. Так что означает это слово? Это значит то, что они говорят, что Аллах может как-то решить одно дело, но неправильно, после чего ему открывается, что надо бы изменить то, что он предопределил. Это значит, что Аллах у них невежественен и не мудр. Это и есть аль-Бада. Господь предопределяет какое-то дело, но спустя какой-то промежуток времени ему открывается и становится очевидным, что, оказывается, можно было бы сделать как-то лучше. Надо мне было сделать все не так. И это Бог, который что-то не знает и ошибается? У него нет мудрости? Вы подняли имамов выше Аллаха. Вы считаете, что имамы застрахованы от ошибок, забывчивости, невнимательности, но при этом считаете, что у Аллаха есть бада и забывчивость? Превелик ты, о Господь! Также к их вероубеждениям относится особая вера в Мухаммада аль-Махди. Они называют его ожидаемым Махди. Аль-Махди аль-Мунтазар. Кто он? Мухаммад ибн аль-Хасан аль-Аскари. Тот маленький ребенок, который исчез в возрасте 4 лет в подземелье в доме своего отца в Самаррее. Они верят, что он вернется. Зачем? Чтобы власть вернулась к семейству пророка. А еще зачем? Послушай внимательно. Они говорят, что Аль-Махди вернется для того, чтобы вытащить тела Абу Бакра ас-Сиддика и Умара аль-Фарука из их могил, чтобы наказать их. А еще для чего он вернется? Он вернется, чтобы разрушить Каабу и построить ее на фундаменте пророка Ибрагима. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, такого не делал. Еще для чего? Они говорят, он вернется, чтобы принести с собой настоящий Коран. Они не верят в наш Коран. Выйдет, чтобы вернуть настоящий Коран. Мусхаф Фатимы.
Они заявляют, что пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал, и пророк не причастен к этим словам. Они заявляют, что пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал, воистину, самое великое из дел моей уммы – ожидание облегчения от Аллаха. Что это за облегчение от Аллаха, по их мнению? Это выход Аль-Махди. И это ложь на посланника Аллаха, мир ему благословение Аллаха. Также к вероубеждениям шиитов-рафидитов относится их вера свой особый Коран, который называется Мусхаф Фатимы. Что это за Мусхаф Фатимы? Послушай, что шииты говорят о нем в своих книгах. Аль-Куллини передает в своей книге Аль-Кафи, страница 57. Книга издана в 1278 году по хиджри. Даже страницу сказал. От Джафара Садика. И Джафар не причастен к этим словам. Они считают, что он сказал, воистину у нас есть Коран Фатимы. Его спросили, а что это за Коран Фатимы? Он ответил, это свиток, который больше вашего Корана в 3 раза. Клянусь Аллахом, в нем нет ни одной буквы из вашего Корана. Аллаху Акбар. Коран, который у вас фальшивый. Настоящий Коран у нас. Это Коран Фатимы. Он больше, чем ваш Коран. В 3 раза. То есть в нем около 18 тысяч аятов. И нет в нем ни одной буквы из того Корана, который есть у вас. Хорошо, дядя. И где тогда этот мусхаф? Где он? Они отвечают, у нашего господина Али, да будет доволен им Аллах. После него его унаследовал Аль-Хасан. Потом Аль-Хасан завещал его Аль-Хусейну. Аль-Хусейн завещал его своим детям. И так один за другим. Так где же он сейчас? Эх, он был с Мухаммадом Аль-Махди. Он зашел с ним в подземелье и принесет его обратно в Ахр-Замане, иншаллах. Хорошо, но почему тогда Али, да будет доволен им Аллах, не объяснил своей умме, что настоящий мусхаф находится у него? Почему он оставил умму на века заблуждения и потерянности? Почему он скрыл истину? Он скажет тебе, у него не получилось показать этот Коран, и он спрятал его, потому что так он вынужден был скрывать безобразие и мерзость тех сахабов, которые правили до него. Я скажу, что такое оправдание еще хуже, чем грех. Вы обвинили нашего господина Али и в том, что он скрыл истину, и в том, что он струсил, хотя он был героем, который ничего не боялся порицания на пути Аллаха. Хорошо, господин, тогда еще такой вопрос, опасный вопрос. Али спрятал мусхаф у себя и не захотел его показывать, так как в этом случае открылись бы сведения о безобразиях Османа, Абу Бакра и Умара. Ладно, но когда умер Осман, когда умер Умар и умер Абу Бакр, почему Али не показал свой мусхаф, когда стал амиром, повелителем всех правоверных? Почему он его и тогда не показал? Он же уже главный правитель. 4-й праведный халиф, самый главный в умме ислама. Кого же он тогда боялся? Клянусь Аллахом, мы почитаем, любим и уважаем Али. Мы целуем его ноги и руки. Мы помещаем его на высокое место, на которое его определил наш пророк, мир ему благословение Аллаха. А вы обвиняете его во лжи, сокрытии истины и в трусости и страхе. И он абсолютно не причастен ко всем этим обвинениям. Мало того, шииты не просто отрицают Коран, но еще и присочинили целые суры, как, например, сура Аль-Виляя. Они добавили аяты и слова к некоторым сурам. Послушай некоторые их измышления. Все мы знаем слова Всевышнего Аллаха. Если же вы сомневаетесь в том, что мы не спаслали нашему рабу, то сочините одну подобную суру. Они говорят тебе, нет, аят был не таким. У них, если же вы сомневаетесь в том, что мы не спаслали нашему рабу по праву Али, то сочините одну подобную суру. Наш Господь говорит, а если бы они совершили то, чем их увещевают, то так было бы лучше для них и сильнее укрепило бы их. Они говорят, все было не так. Надо сказать, а если бы они совершили то, чем их увещевают насчет Али, то так было бы лучше для них и сильнее укрепило бы их. Наш Господь говорит, а кто повинуется Аллаху и его посланнику, тот уже достиг великого успеха.
Но они читают этот аят не так. А кто повинуется Аллаху и его посланнику в преданности и верности Али и имамам, которые после него, тот уже достиг великого успеха. Также они смешно истолковывают Коран. Они считают, что в Коране есть явное и скрытое. Они исказили смыслы аятов в Коране, чтобы подогнать их под вероубеждения, связанные с имамами. Наш Господь говорит: воистину, этот Коран указывает на самый правильный путь. Как они растолковали этот аят? Они сказали, что он означает, что этот Коран указывает на имамов семейства пророка, и это и есть самый правильный путь. Аллах говорит о кафирах. Они хотят погасить свет Аллаха своими ртами. Они истолковали это так, что они хотят погасить правление Али, да будет доволен им Аллах. Аллах говорит: Аллах — свет небес и земли. Его свет в душе верующего подобен нише. Что такое ниша, люди? Ниша — это арка. Свод в стене, ложное окно в стене. Они говорят: нет, это означает совсем не то. Аллах — свет небес и земли. Его свет в душе верующего подобен нише. Ниша — это значит Фатима. В ней светильник. Они говорят: да, это Аль-Хасан. Светильник заключен в стекло. Они говорят: да, это значит Аль-Хусейн. Стекло подобно жемчужной звезде. Они говорят: Фатима — это жемчужная звезда среди всех женщин. Он возжигается от благословенного оливкового дерева. Они говорят: это пророк Ибрагим, от благословенного оливкового дерева, которое не освещается солнцем только с востока или только с запада. То есть оно не христианское и не иудейское. Его масло, они говорят, то есть его знание, готово светиться даже без соприкосновения с огнем. Один свет поверх другого, то есть один имам после другого имама, из потомков Фатимы. Увидели ли вы это искажение толкования книги Всевышнего Аллаха? Ас-Сафи, большой шиитский ученый, написал в своем тафсире слов Всевышнего Аллаха: тебе и твоим предшественникам уже было внушено: если ты станешь приобщаться товарищей, то тщетными будут твои деяния. Крайне понятный аят. Знаете, как он его истолковал? Он сказал: Всевышний Аллах говорит: «О Мухаммад, если ты станешь приобщаться товарищей к святости и преданности Али, то тщетными будут твои деяния, и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток». Что это? Составитель тафсира Аль-Бурхан говорит о словах Всевышнего Аллаха: оберегайте намазы, и особенно средний, послеполуденный намаз, и стойте перед Аллахом смиренно. Как он истолковал этот аят? Он говорит: намазы — это значит Мухаммад, Али, Аль-Хасан и Аль-Хусейн. Ладно, дядя, а что за средний намаз? Это один Али. А что тогда означает «и стойте перед Аллахом смиренно»? Он скажет тебе: значит, покорно перед имамами семейства пророка. Это искажение тафсира книги Всевышнего Аллаха. Наш Господь говорит: у Аллаха самые прекрасные имена, посему взывайте к Нему посредством их. Какой тафсир они дали этому аяту? Они сказали, что имамы — это самые прекрасные имена Аллаха. Так взывайте к Нему через них. Они говорят, что когда слово «шайтан» приходит в Коране, под ним имеется в виду Умар. Умар. Они говорят, что каждый раз, как слово «шайтан» встречается в Коране, оно означает Умара. Слова «джибт» и «тагут» в Коране означают Абу Бакра, Ас-Сиддика и Умара. Они говорят, что слова Всевышнего Аллаха «Аллах приказывает вам зарезать корову» относятся к Айше. То есть корова — это Айша. Аузу билля. Я сказал, что они толкуют Коран внутренним и скрытым удивительным тафсиром, и они исказили Коран в своем толковании. К их удивительным толкованиям относятся слова относительно аятов. Он смешал два моря, которые встречаются друг с другом. Между ними существует преграда, которую они не могут приступить. Из них обоих вылавливают жемчуг и кораллы. Как они истолковали эти аяты? Они говорят, что два моря — это Али и Фатима, которые встречаются, то есть они поженились. Ладно, между ними существует преграда, которую они не могут приступить. Это значит, что между ними стоит благой нрав и религия. Одна сторона не приступает права другой. Хорошо, а что тогда означает аят «из них обоих вылавливают жемчуг и кораллы»? Да это несложно понять, брат. Жемчуг — это Аль-Хасан, а кораллы — это Аль-Хусейн. Что тебе еще надо? Это такой тафсир. Это искажение значений. К их искаженным тафсирам относится толкование аята, и я очень расстраиваюсь, когда вижу, что невежественные люди из числа имамов Ахлю Сунны истолковывают этот аят так же, как шииты. Меня это сердит. Послушайте, в суре Аль-Инсан у нас есть аят, в котором Господь говорит: «Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на то, что она желана и для них самих». Шииты говорят, что этот аят был ниспослан про Али и Фатиму. Почему? Они рассказывают: Аль-Хасан и Аль-Хусейн заболели, и Али с Фатимой дали обет, что если Аль-Хасан и Аль-Хусейн поправятся, они будут держать уразу ради Аллаха 3 дня.
Они дали обет, что будут поститься 3 дня, если Аль-Хасан и Аль-Хусейн поправятся. И вот они выздоровели. Али продержал уразу, и Фатима также отпостилась. И уразу также держали Аль-Хасан и Аль-Хусейн. И когда они сели на ифтар в первый день поста, во время адана на Магриб в дверь постучали. Али спросил: «Кто там?» Ему ответили: «Бедняк». Али сказал своему сыну: «Дай ему еды. Всем этим мы накормим бедняка». Что было потом? Али и его семья продолжили держать уразу до 2-го дня. Они так ничего и не съели. На Магриб 2-го дня в дверь опять постучали. Али спросил: «Кто это?» Ему ответили: «Это сирота». Али сказал: «Сын, отнеси ему всю нашу еду». И так он продолжил держать уразу до 3-го дня, так и не прервав пост. И вот на ифтар в дверь опять постучали. Он спросил: «Кто?» Человек за дверью ответил: «Пленник». Али сказал сыну: «Дай ему еду». И он дал ему всю их еду. Потом пророк посетил их и обнаружил, что их животы словно приклеились к их спинам от голода. Он спросил: «Что это такое?» И они рассказали ему свою историю. И пророк якобы сказал: «Аллах не спасал про вас аят в Коране. Всевышний Аллах сказал: они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на то, что она желана и для них самих». Это ужаснейшая ложь. Имам ат-Тирмизи сказал, что эта история придуманная и фальшивая. Кроме того, в самой ней встречаются порицаемые и нелогичные моменты. Номер 1. Али, да будет доволен им Аллах, дает обет с условием: «Господь, сделай мне что-то, чтобы я сделал что-то тебе». Это непочтительное отношение к Аллаху. В таком обете с условием содержится непочтительное отношение к Аллаху. «Господи, если ты мне сделаешь что-то и то-то, я сделаю что-то для тебя». Это просто невоспитанность. Номер 2. Наш господин Али не прервал уразу, но он знал, что такую длинную уразу мог держать только пророк, мир ему благословение Аллаха. 3. Али дает всю свою еду бедняку, хотя у него есть жена и маленькие дети. Разве посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, не сказал в хадисе, переданном муслимам: «Человеку достаточно греха потерять того, кого он кормит». Что за грех он сделал? 4. Разве наш Господь не сказал: «Они спрашивают тебя, что они должны расходовать? Скажи: излишек». Он должен был сказать так. 5. И очень интересное, они говорят, что в 3-й день человек постучал в дверь. Али спросил: «Кто?» А человек ему ответил: «Пленник». Хорошо. А разве пленник может шляться туда-сюда по городу? Пленник ходить и стучаться в двери. Что это за пленник такой? Это все относится к их искажающим Коран тавсирам. К основам их вероубеждения относится никах аль-мут'a. Что за мут'a? Это когда один человек женится на женщине на определенный срок и за какую-то вещь, которую он дает невесте, будь это деньги, одежда и тому подобное. Этот обычай относится к эпохе джахилии. Он был разрешен в начале исламского периода до того момента, как Аллах запретил его языком своего посланника в день Хайбара. И удивительно то, что передатчик этого хадиса Али. Аль-Бухари и Муслим привели в своих сахихах хадис от Али, да будет доволен им Аллах, который сказал Ибн Аль-Аббасу, что пророк, мир ему благословение Аллаха, запретил временные браки и мясо домашних ослов в день сражения при Хайбаре. Некоторые шиитские ученые говорят тебе, что пророк отменил эти браки на 1 день, а после этого опять разрешил. То есть запрет касался только 1 дня. Он запретил временные браки и мясо домашних ослов на 1 день, а потом сразу же разрешил это обратно и навсегда? Хорошо. Значит, мясо домашних ослов тоже навсегда разрешено. Послушай еще кое-что крайне удивительное. К столпам веры у шиитов относится временный брак, мут'a. Они упоминают, что Джафар ат-Садик сказал: «Не из нас тот, кто не верит в наше возвращение, то есть в воскресение Али после смерти, и не заключает наш временный брак». Смотри это в книге «Ман ля яхтурухуль факих», часть 2, страница 148, и «Васайль аш-Шиа», страница 438, «Тавсир ас-Сафи», часть 1, страница 347, составитель книги «Ар-Рауда мин аль-Кафи», страница 151, и автор книги «Васайль аш-Шиа», часть 14, страница 38, процитировал Мухаммада ибн Муслима от Абу Джафара, который сказал: «Воистину, Аллах смилостивился над вами и сделал временный брак замены для вина. Они сделали временный брак замены для выпивки. Более того, они придумали странные угрозы, которые касаются тех, кто проживет жизнь, не заключив временного брака. Послушай, Аль-Кашани сказал в Манхадж ас-Садикин, страница 356, кто покинет этот мир, ни разу не заключив временного брака, в судный день придет с отрезанным носом, то есть в изуродованном виде.
Они лживо утверждают, что пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Послушай это, тот, кто заключил временный брак с верующей женщиной, подобен тому, кто посетил Каабу 70 раз». Человек заключает с женщиной временный брак. Это все равно, что он сделал хадж 70 раз. Он говорит, что если кто-то заключит с женщиной временный брак, то из каждой капли от гусля, которую человек делает после джанабы, осквернения, Аллах сотворит 70 ангелов, которые будут просить у Аллаха прощения за этого человека вплоть до судного дня. Что еще? За временный брак они определили очень большую награду. Составитель книги Манхадж ас-Садикин Аль-Кашани сказал, что пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал, и пророк не причастен к этим словам. Степень того, кто заключит временный брак один раз, будет как степень Аль-Хусейна. Тот, кто заключит временный брак дважды, получит степень, подобную степени Аль-Хасана. А кто заключит временный брак 3 раза, его степень будет как степень Али. Кто же заключит временный брак 4 раза, его степень будет как моя степень. Что это за слова? Представь, что какой-то неудачник, грязный человек заключит временные браки 4 раза. Это значит, что он поднялся до степени пророка Мухаммада, а другой женился временно только 1 раз и поднялся до степени Аль-Хусейна? Какие же ничтожные у вас имамы, о рафидиты! Человек временно женился 2 раза и стал как Аль-Хусейн, женился 1 раз и стал как Аль-Хасан 3 раза, и он уже как наш господин Али 4 раза, и он уже на одном уровне с пророком. Что это такое? Что это? Если даже мусульманин будет поклоняться Аллаху каждое свое дыхание, он никогда в жизни не станет как Аль-Хусейн или Аль-Хасан. Им достаточно хотя бы того, что они были сподвижниками, а к этому достоинству невозможно присоединиться и приобщиться. Сколько бы мы ни старались, мы не сможем сравняться ни с одним сподвижником. Кроме того, это не просто сподвижник, он еще из семейства пророка. Он шахид, и у него очень много других достоинств. Так как же легко шииты относятся к имамам из семейства пророка? Далее. Каким у них бывает временный брак? Замужняя женщина имеет право заключать временный брак даже без ведома своего мужа. Это не мои слова. Смотрите книгу Фуру аль-Кафи, часть 5, страница 463, а также шиитскую книгу Тахдиб аль-Ахкам, 7 часть, страница 554, книгу Аль-Истибсар, часть 3, страница 145. Все они говорят, что женщина может заключить временный брак без ведома своего мужа. Также они разрешают вступать в такой брак с девочкой младше 6 лет. При заключении такого брака им не требуется ни свидетелей, ни объявления о заключении брака, ни согласия опекуна женщины. Женщина в таком браке не может ничего наследовать от своего временного мужа. Ее как будто просто взяли на прокат. Смотри об этом книгу Аль-Истибсар, часть 3, страница 147, который написал Ат-Туси. Также они разрешают временно жениться одновременно хоть на 1000 женщин. Аль-Кулини привел в книге Аль-Кафи во 2 части, страница 43, слова Абу Абдуллы, который сказал: при нем упомянули временные браки. Можно ли заключать такой брак только с 4 женщинами? Его спрашивают: никах аль-мут'a, временный брак, можно заключать только с 4 женщинами одновременно? Он ответил: да женись хоть на 1000 женщин. Воистину, они берутся на прокат. Что это, о рабы Аллаха? В их временных браках есть такие вещи, которые стесняется произносить мой язык. Я не хочу мучить ваши чувства, говоря об этом. Это абсолютно похабные, неприличные слова. К их убеждениям относится непричастность и чрезмерность. Они заявляют о своей непричастности к сахабам и о непричастности к тем, кто не верит в имамат 12 имамов. Они противоречат нам в некоторых вопросах, что халяль, а что харам, так же, как они противоречат нам в вероубеждениях. Они имеют другие положения в фикхе и во многих вещах. Я не знаю, те, кто говорит о нашей близости друг к другу, изучал ли он все это? Или такой человек живет не в нашем мире? Он скрыт и невидим? В любом случае, мы должны будем продолжить говорить на эту тему в следующей передаче, чтобы путь преступников стал нам ясен и очевиден. Хорошо. Задали вопросы. Когда говорят об Умаре, то добавляют слова «мир ему», потому что он пророк? Нет, дочь моя. Наш господин Умар не пророк, а сподвижник. После нашего пророка Мухаммада, мир ему благословения Аллаха, больше не будет пророка. Почему люди допускают такие чрезмерности в отношении Али? Они сыграли на чувствах мусульман и их любви к семейству пророка. Все мы любим семейство пророка. Я же говорю, что земля, по которой они ступают, словно сюрьма для наших глаз. Их сандали мы готовы положить себе на голову. Любовь к ним относится к религии. Мы приближаемся к Аллаху посредством нашей любви к ним. И вот те люди сыграли на мусульманских чувствах. Вопрос. Если они не верят в Коран, читают ли они его? Да, они его читают. И будут читать до тех пор, пока не придет другой Коран,
который пропал вместе с Мухаммадом Аль-Махди в подземелье. Они изучают Коран и читают его из такии. Диспуты с шиитами. Я бы не хотел, чтобы какой-либо мусульманин смотрел эти диспуты или заходил на подобные сайты, чтобы не терять свое время. Пусть он лучше получает знания от правдивых ученых. Как мы должны обращаться с шиитами? Так же, как мы обращаемся с несправедливыми людьми, с тиранами, то есть обращаемся с ними в целом вежливо. Можно ли что-то у них покупать? Можно. Наш Господь сказал: «И говорите людям прекрасное». Всем людям. Наш пророк сказал: «Бойся Аллаха, где бы ты ни был. После греха делай хорошее дело, которое смоет то дело, и обращайся с людьми с хорошим нравом. Однако, проявляя осторожность, не обольщайся ими, так как их вероубеждениям относятся такия, то есть они внешне показывают себя не так, как думают внутри себя». Как? Я объясню это в следующей серии, иншаллах. Они делятся на секты. Да, я сказал, что есть много шиитских сект. Как сказал Ибн Таймия, все они радикальные. Наименее радикальные из них — это зайдиты, которые возвышают Али над всеми остальными сахабами, даже над Абу Бакром и Умаром. Мы же, как Ахлю Сунна, говорим, что самый лучший сподвижник — это Абу Бакр, после него Умар, после него Усман, после него Али. А потом мы не делаем различий между остальными сподвижниками. Мы любим всех сахабов. Да будет доволен Аллах всеми сахабами и всеми членами семейства нашего пророка. Мир ему, благословение Аллаха. На этом мы заканчиваем. Это то, что я знал. И Всевышний Аллах, самый знающий и самый высокий. Я прошу Всевышнего Аллаха принести нам пользу посредством всего, что мы сказали, и всего, что мы услышали. И Аллах стоит за нашей целью, и Он ведет прямым путем. На этом я заканчиваю. Прошу прощения Аллаха за себя и за вас. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.